Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Я Дамаш Войн. Валейкум салам. Всем привет. Всех тоже приветствую. Здравствуйте. У нас сегодня суббота, я надеюсь, да? Да, суббота. Да, сегодня суббота. Сегодня суббота, 8 ноября 2025 года, 19 часов 5 минут по центральноевропейскому времени, 21 час 5 минут по городу Джахару. Сегодня у нас 171 стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодняшний стрим называется «Главное за неделю с Аядом Идиговым». Об этом и многом другом давайте поговорим. Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality и на канале в TikTok, а также на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Telegram. Пожалуйста, заходите и задавайте вопросы, принимайте участие, если для вас это безопасно. И, как обычно, по традиции, Аяд, вам передаю слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас так вот вроде бы и ненасыщенный день для информации, много разной информации. Я хочу сказать о том, что идут разговоры, пока ничего не сдвинут с места, но потом вот говорят, что по Украине, мол, русские там везде и всюду заявляют: Покровск мы захватили, все взяли, все, ему конец. С другой стороны, показывают этого президента Зеленского, что он там как-то не так сказал, не это сказал, что-то он взволнованный. Другие говорят, что там осталось несколько человек, всего украинцев, а тех очень много, они окружили Покровск. Потом украинцы показывают, как на самом деле они всех разгромили там, но не то, что всех, осталось какое-то там количество русских вот этих то есть агрессоров. И они там на центральной там площади, на здании украинцы снова повесили свой флаг. Вновь после этого идет другая. То есть так вот с переменным успехом идет вот это сражение за этот город Покровск. А почему это так идет? Вот здесь говорят, мы с вами можем только послушать, что они говорят, и думать сами. Говорят, если вот они возьмут Покровск, у них откроется у русских широкое раздолье, что они чуть ли не пешком пойдут до Киева. Но это, конечно, не так. Видимо, здесь вопрос в том, что украинцы защищают каждую пять своей земли. Где-то это Покровске или в другом районе, везде они защищают и бьются. И это они делают правильно. В то же время там, конечно, у них есть своя стратегия у украинцев. Может быть, все как-то обернется по-другому, но пока что окончательной информации нет. И здесь, когда вот слушаю разных блогеров, которые, я думал, к примеру, сам думал, что это проукраинские. Думал, что они на стороне украинцев, Украины за справедливость. Потом я сегодня смотрел нескольких там блогеров, там по чуть-чуть там просматривал, сразу было понятно. Они уже прорусскую политику ведут на этих своих блогерах, эти блогеры. Так что им всем верить нельзя, верить надо только тому, что действительно по факту мы увидим. Но в то же время мы верим в том, что Украина победит, потому что Украина права. А русская империя – это Российская империя. Она не должна выиграть, потому что справедливость – это свято. А все остальное, то, что они хотят сделать, это не пройдет. Возьмут они Покровск или другой там город, или еще что-нибудь, это ничего не даст для русских. Эти русские, вот, скажем, имперцы, которых бросают туда для того, чтобы они захватили территорию Украины, являются сами жертвами этой империи, они являются рабами этой империи, и никакой свободы личности или свободы, или демократии, и равенства нет в их поведении. Они хотят поставить человека в состояние животного, чтобы он был как, скажем, животное, над которым можно издеваться, продавать, раздавать, что угодно.
Вот здесь такая ситуация, насколько это по этой войне, которая идет. Другое дело, что сейчас мы видим, там идет, значит, встреча, вернее, прошла уже встреча в Вашингтоне, туда приехали главы среднеазиатских республик, все президенты, и встречались с Трампом. Там они обговаривали вот эти вопросы, связанные с тем, что в этих странах очень большие запасы, скажем, разных ископаемых, особенно там большие запасы ископаемых вот, от редкоземельных металлов в этих республиках. Наибольшие, конечно, говорят, в Казахстане. И поэтому вот этот разговор о том, что нужно решить вопрос, вот, который в Армении, Азербайджана, этот Зангадурский коридор, или как они говорят, этот путь, который сразу объединяет сам Азербайджан с их территорией Нахичеваном, а этот путь там принадлежит Армении. Армения и, скажем, Трамп, они там договаривались тоже, но Армения желает в этом вопросе, чтобы была справедливость, чтобы было решено это в рамках, значит, выгоды и для Армении тоже, и не просто так им отдать. Я вот разговаривал с армянами сегодня, вот известными там политиками, одним они говорят, да, обоюдная там выгода этот вопрос была бы, надежда на это была, но будут ли они так делать, нет, это их беспокоит. А если думать о нас, о Чеченской республике Ичкерия, о оккупированной нашей стране, то мы, в принципе, должны здесь действовать так, чтобы поддержать этот план, скажем, или этот, скажем, идею Трампа для того, чтобы вот через этот коридор у Запада был выход на ближневосточные страны и на, скажем, среднеазиатские республики. Так что там вот этот вопрос обсуждался, и они там сидели, разговаривали, все говорили, Трамп выступал, его заместители там выступали почти все президенты этих стран, их там 5 стран, и вот они все говорили про это, о том, что это хорошо, о том, что сам Трамп такой вот удачный, и что его свыше он нам послан всем, он управляет как бы всем миром. Ну, конечно, это были лестные слова в адрес Трампа, но в то же время то, что он делает сейчас в этом направлении, в этих регионах мира, останавливает войны, давит на эту имперскую, так сказать, милитаристскую вот эту гидру, в смысле я имею в виду Россию, и в смысле я имею в виду, хотя он и не дает, но все равно так прямо не дает, но все равно то, что сейчас он делает, как раз идет на пользу той силы, которую мы с вами отстаиваем. Сила, которая должна справедливость, чтобы восторжествовала. Вот что я имею в виду. Вот в этом направлении идет эта работа. Далее что? Ну, далее, значит, можно говорить о том, что ситуация в России, там тоже они оказались в такой ситуации, говорят, что у них там все хорошо, на самом деле не так хорошо. На самом деле на домах, московских домах кругом они ставят там противоударные какие-то там оборудования. Вот многие жители Москвы по всем домам они ставят вот эти вот, ну, отбойно, противоударно, если там полетит тот самолет, ракета, они будут сбивать. То есть они находятся в таком напряженном состоянии, Москва. И кто это принес? И что и чего добивается, скажем, Путин? Что ему нужно? Ему нужно, чтобы усидеть у власти, ему нужно, значит, сохранить свою жизнь. И вот эта вот политика, которую он с самого начала вел, говорил, что демократия хорошо, без демократии ничего не будет, нужна справедливость. Это совершенно изменился человек. С тех пор он изменился, даже уже сразу после первых 2-3 лет он уже начинал говорить какие-то вещи странные, мол, мы вас это там в туалете найдем, замочим и все такое.
Вот такие вот люди беспринципные, вот такие люди, которые не понимают, что такое мораль, что такое справедливость, которые не считаются с людьми других национальностей и не считаются и со своим народом. Вот такие, как часто вот бывает, приходят власти и вот так обманывают, скажем, этих людей и народы. И народы идут как бы, вот смотрите, в России тоже вот как бы верить ему. А в чем причина? Почему так? Да потому что уровень политического мировоззрения или политического уровень соображения настолько низок, настолько непонятен, и разные провокаторы, как были, помните, Жириновский, другой, третий, что они только не говорили, как только они крутили, и здесь вот понятия этого не было. Люди обычно так думают, да, это политику пусть занимаются они, а мы там будем там развлекаться или там еще что делать. Я считаю, что это ошибка. Обязательно надо заниматься этой политикой, обязательно надо разбираться в этом, потому что когда приходит время выбирать руководителя страны, хотя в многих странах этих диктаций это невозможно, но все равно, если они будут интересоваться политикой, уровень их восприятия этой политики, правильно это или неправильно, это будет очень важно для будущего этих людей, их потомств, поколений. Ну вот, еще здесь, если будут вопросы, давай, Аслан, с этих вопросов начнем, ответ на вопросы, а потом, может быть, еще другие темы затронем. Аслан? Да, сейчас. Башкалая, Дейресур. Спасибо. Друзья, задавайте вопросы, пишите свои вопросы в ТикТок, в YouTube, задавайте вопросы на официальной странице Президиума, в Телеграм. Заходите, давайте активнее общаться. Я хотел бы вот свой вопрос тоже один задать, который немножко не относится к нашей сегодняшней теме, но в целом это очень важная, на мой взгляд, тема. Произошло недавно убийство девушки чеченки в Армении, и сразу же это начали называть там убийством чести, какие-то дикие чеченские обычаи, традиции там и так далее, и так далее. И я на это провел целый стрим, писал об этом, обращался у них в Facebook, вот этих правозащитников, им там писал целую там а, статью, можно сказать, задавал вопросы, но меня полностью проигнорировали. И вот здесь произошел такой интересный случай. Я в эфире пока не выходил, но наблюдал за этим. Трагический случай произошел. Убийство многодетной матери своим бывшим супругом из-за возникшего конфликта. И да, такое бывает. Искренние соболезнования всем пострадавшим, родственникам погибших. Далге что Масена Армения, она Кузаинил от Зучина. Масена Далге что Далде Албориш. Ну вот что странно, к чему мой вопрос. Сразу же подхватили эту тему лица, которые которые идентифицируются мной и многими другими как работники российских спецслужб, и эту тему так начали педалировать, так начали ее обсуждать. Там, просто это такая и получилось так, что то убийство в Армении, оно, значит, было сделано, такими вот всеми вот такими дикарями и так далее, и так далее. И, на мой взгляд, может быть, это, конечно, совпадение, случайность, трагедия. Разные бывают. Но я знаю, что у ФСБ, у российских спецслужб есть механизмы воздействия на психологию, психику человека, который с ними в контакте. Он может быть наркоманом, он может быть просто зависимым от них человеком в силу там разных обстоятельств. И подозрительно показалось, что начали все говорить о том, что это как будто, номер один тема. Обычно такие вещи, когда происходят, особенно если такие позорные вещи, они пытаются скрыть в нашем обществе, не говорить об этом, не придавать этому публичную огласку. Встретились родственники, поговорили, с полицией решили, с адвокатом решили, и вроде бы так. А тут, как вы считаете, это совпадение? Вот вы, наверное, видели то, что я писал, говорил, может быть, слышали. Ну, я не слышал то, что ты там говорил, правда, надо сказать. Но скажу о том, что это частный случай,
в которых бывает быту, обиходе, разные отклонения бывают, да. Но такие вещи, они в одних странах из-за той, скажем, политики, которую проводит эта страна, это государство, их чаще бывает, других меньше. Все зависит от того, какой вот процент там преступности есть в той или иной стране. Поэтому придавать этому значение, что это так или иначе сейчас, когда есть, то есть это как бы не то, что они не нужно об этом говорить, потому что это все же это второстепенные такие моменты, на которые тебя и меня, и любого друга хотят спровоцировать, чтобы ты это отнес целиком к своему народу или нации, чтобы потом тебя оскорблять, ты отвечал. Это уровень уже такой низкий. Вот как здесь пишут там, вот сейчас я прочитал там, почему вы уехали, сбежали из Ичкерии, стыдно или нет. Нам ничего не стыдно. И то, что вот пишет этот человек, сам спрятался, как крыса, свое лицо не показывает. Если бы он был настоящий мужик, как он говорит, то он бы открыто говорил бы, он бы открыто сказал бы, что он имеет в виду, или открыто разобрался бы, в чем причина, кто, а не писал бы здесь какие-то сплетни, спаскивали. Поэтому, конечно, то, что случилось в Армении, то, что случилось здесь, вот, скажем, во Франции, на юге Франции, это бывает часто, но когда это касается, допустим, нашего народа, то мы его часто повторяем, говорим, вот так случилось это. Для нас это очень и очень болезненно, потому что мы к этому относимся очень строго. И, конечно, надо здесь думать, что когда вот такой всплеск эмоций и отношений к этому вопросу, это говорит о том, что в нашем народе это редкость. Если бы это было обыденное дело, Ага. скажем, как в российской глубинке, где каждый день там убивают, выпивают, расстреливают, тянут, там, ну все что угодно, то это было бы нормально. А у нас это очень большая редкость, но, знаете, везде бывают редкости, и мы бы хотели, чтобы все было хорошо, даже в одной семье не бывает так. Ну, в целом, сама ситуация, которая сложилась там с убийством этой девушки в Армении, я не знаю, почему это случилось. Наверное, потому что кто-то не хотел, чтобы она вышла там, уехала туда, вышла замуж или там спряталась, я не знаю. Но это никак не повлияет на нашу общую такую вот, значит, морально-нравственное состояние, не повлияет. У нас, я знаю, у нас вот чеченцы, я знал тогда, которые были женаты на армянках, знал и другие вещи. Поэтому здесь вот такие вопросы, которые мы можем говорить и отнимать время сами в себя. Я так к этому отношусь в данной ситуации. А там дальше посмотрим. И кто нас там критикует в этом вопросе, да, то не имеет никакой, значит, основы для того, чтобы это относить ко всему нашему народу. И мы не должны это так воспринимать, если касается это нашего народа. Я так думаю, Аслан. Спасибо, спасибо, Аят. Еще по поводу вот критики, которую вы говорите, критикуют нас там и так далее. И в последнее время нас начали критиковать, и тебя в том числе, тоже называть, что ты по происхождению еврей, а не чеченец. Но Да? меня тоже называют евреем, не немцем, не американцем, не украинцем, которого больше всего я поддерживаю, а именно евреем. Для меня это, конечно, мне это льстит, но все равно, Аят, скажите, какого вы тейпа и какое отношение вы или я имеем? Ну, я скажу, я из самого глубинного тейпа, можно сказать, Галанчевский район, село Галанчиш, мои предки. У нас там свои башни были, это озеро вокруг, и мои предки, я там сейчас не могу сказать, но до 15, до 17 моих предков я знаю. Так что пусть не болтает, кто это говорит. Об этом написано еще, когда мы были там еще в Чечне, даже книга есть, в котором об этом все пишется. Ну, не обо мне, а о нашем ТЭПе,
о моих предках, моем отце, моем деде, прадеде, все мы чеченцы по происхождению. Но это не значит, что мы не уважаем евреев или другие народы. Мы относимся нормально ко всем народам, особенно и к евреям, особенно потому, что когда нас выслали, они все наши помещения и наше имущество, которое им отдала тогда российская, это советская власть, и дома, и все они вернули. В отличие от представителей других, некоторых представителей других соседних народов. Это уж точно, я это могу сказать. Но если бы я был по происхождению еврей, то я бы это открыто сказал бы. Но я Конечно. не еврей. Это можно сказать хороший знак, что они вот пытаются меня и тебя обвинить. Да, Нечего сказать, и за спиной вот шепчут склоки разные. Значит, это хорошо, что они заинтересованы это сказать или что-то еще сказать. А на меня что только они не говорили. Столько всякой сплетни, которые я мог бы, значит, целую книгу написать, так? И ни одна из этих их сплетен, разговоров никто открыто сказать не может, прячется. А я специально написал ответ на все это и рассказал, что когда вот особенно про некоторые моменты, что это не может быть, потому что это не соответствует и по срокам, и по выступлениям, и по всем другим делам. Так что есть такое. Я думаю, на это не надо особо обращать внимание. Но мы пока что остаемся чеченцами и будем бороться за свободу и за освобождение нашей страны на, скажем, на территориях, на площадках Западной Европы и остального мира. Слава. спасибо. Я еще хотел уже по украинской теме задать вопрос. Вы, президиум, ответили уже, Алла Дудаева ответила, вы задавали вопросы там касательно общения в Facebook. И дело в том, что прошло 3 года с момента признания Украиной Чеченской Республики Ичкерия, территории временно оккупированной, и что на нашей территории произошел над нашим народом, произошел геноцид. И тогда все начали говорить, что, ну, вначале начали такой вброс делать разные люди, имитирующие политическую деятельность в нашем обществе, начали говорить о том, что это там, этот геноцид, он 44-го, видимо, а не вот который сейчас, что территория оккупирована, это еще не значит о полном признании. Ну, короче говоря, пытались а, нивелировать, представить несерьезным вот то, что и только вы, ваш президиум, в вашем лице, в лице Аллы, постоянно благодарили украинцев, говорили об этом. Я знаю, какую работу вы вели, а я лично вы, там люди, которые вам помогали, тоже у меня знакомые там в Украине, и украинцы, и чеченцы, которые вам в этом способствовали. И, ну, как бы все, что вы на протяжении всей вашей политической карьеры или вот Второй русско-чеченской войны отстаиваете именно в правовом поле, чтобы мы не становились каким-то другим государственным образованием, а оставались на нашей конституции, как образовывалось наше государство октябрь-ноябрь 1990 года, 25-27. И вот это все указано вот в этом документе. И все говорит о том, что именно то, что говорите вы, наша законная, легитимная, избранная народом демократическим путем власть. И тут происходит вот такое вот странное событие. Симулякры собираются вместе там с украинцами, там где-то какие-то речи говорят. Видно, что абсолютно неприятные вот эти симулякры украинские представителям власти. Но опять же все это происходит, и простые чеченцы, как мы, которые смотрим, наблюдаем, находимся в недоумении. А как так получается? Украина борется за правду, говорит за правду, требует правду, там, справедливости, законности, и вот сама таким вот образом себя ведет. И я многое сдерживаю из-за того, что мы с вами проводим стримы, и чтобы не подумали, что это исходит от вас или от президиума, потому что я человек независимый, и я бы многое у меня есть сказать по этому поводу.
но благодаря тому, что я провожу с вами стримы, я себя сдерживаю. Что вы скажете, Аят, по этому Ну, поводу? что я скажу в первую очередь? Ты сказал Украина, Украина и Украина. Якобы это Украина делает, украинский народ. Получается, ты, конечно, не это имел в виду. Это делает не Украина, это делают отдельные лица, представители, скажем, или украинского, или других народов. Сама Украина приняла решение, избрала свою власть, и эта власть признала наше государство 18 октября 2022 года. Поэтому мы должны исходить из этого. И в тех отношениях, которые складываются во всем, скажем, процессе, который сейчас идет война, и не до, скажем, не до этого, и не до нас, или не до других, а идет война, гибнут люди каждой ночи, и все такое, убивают там, совершенно, да, их происходит давление, и люди не знают, что делать им. И в такой ситуации, конечно, они могут ошибаться. Конечно, и даже сам президент, и главы парламента, и это могут ошибаться. Но раз они ошибаются, мы долго об этом не говорили, совершенно молчали. Нас спросили даже, когда мы общались по вопросам Алла, я там и еще другие, когда общались и говорили, скажем, с блогерами где-то там, они нас спросили, чтобы мы не поднимали вопрос о том, что вот там есть вот такие вот разного рода люди, Симуляторы? которые называют себя властью нашего государства, все такое. Люди, мол, не поймут это. И мы даже соглашались, долгое время соглашались, и когда вели эту работу по признанию нашего государства с представителями, украинской представителями. Это было, конечно, непросто. Мы обсуждали все вопросы, как может быть так, или вот такую формулировку делать. Встречались в разных местах здесь Европы, и так по связи. И здесь вот это в конечном итоге вот произошло то, что произошло. И Украина признала, что территория Чеченской Республики Ичкерия законно оккупирована и осудила геноцид чеченского народа. Имелось в виду вот именно в этот период. А люди, которые говорят, что о геноциде идет речь о другом там, да, периоде, то там должно было по логике написать и геноцид чеченского народа вот такой-то, такой-то период. А этого не было. А И речь ингушский шла, должен был быть, наверное, да, да, также в таком случае. поэтому этого не было. И люди, которые это хотели умолить Да, достоинство этого признания. да. Когда они это говорили, они не знали, что сказать. Они даже вначале ходили и говорили, что это не признание. А потом они говорили, что не надо было признавать. А теперь они ходят и говорят, что это мы дали такое предложение. Мы ничего не говорили, надо сказать. Ну, просто между собой говорили, но никаких заявлений не делали. Мгм. Потом они говорили там еще что такое. Мы там от имени Чеченской Республики Ичкерия будем везде выступать, защищать ее. Так мы за это и были. Мы предлагали им и другим. Давайте станьте на этот путь на основе нашей Конституции, основе решения нашего народа, его референдума за 90-й год, где была принята декларация. Давайте, но они всячески под разным предлогом пытались сказать, что уже нет нашего государства, что оно Да. не существует. Потом они начали крутить такую идею между собой, что они вначале начали действующего президента, они пытались, я говорю в общем за всех, не Мгм. конкретно, допустим, действующие эти деятели, которые сейчас открутили вот эту пластинку 1 числа на конференции, эти люди еще при действующем президенте Умарове еще в октябре 2007 года, в сентябре делали разные заявления, говорили, что он преступник, что он получил те-то деньги от Путина, и что он уже, если так сделал, то мы его, это нам не признаем. А потом начали говорить,
Если он сделал, а потом они в последующем пришли к выводу сами, он это сделал. Им задавали вопрос, вы как думаете, что он это сделал или точно знаете? Они говорят, да, мы, если бы это точно не знали, не сказали. Эти документы есть. И у меня, и у других людей эти документы, их высказывания есть, так? Да-да. Теперь, это все произошло, когда не было никаких оснований для утверждений, потому что не было никаких документов, никаких заявлений, ни указов со стороны действующего президента. Да. И получилось так, что эти заявили уже, что они уже сами являются властью Чеченской Республики Ичкерия, я имею в виду Закаев, его окружение, и начали там создавать, фиктивные министерства, фиктивные назначения делать. И главное, их поддерживала, конечно, Москва. Это было видно по всем их шагам, потому что их там раскручивали на разных их средствах массовой информации. В последующем, через 10 лет, когда они обвиняли президента, тогдашнего президента Умарова, который, к сожалению, тоже после того, как эти все себя назначили и как бы захватили как будто бы свой кусок, после этого через месяц с лишним этот президент появился как частное лицо и заявил, что он создает Эмират Кавказ. Это было тоже отступничество от нашей основы, от решений нашего народа. Это было тоже неверно, это было тоже вопрос, который нужно будет рассматривать и в будущем. Но дело в том, что, насколько мне известно, эти деятели, за которыми стоят эти коммунистические всякие или российские имперские силы, они столкнули этого Умарова, столкнули в эту область, что он неожиданно решился объявить такое дело. Затем мы их призывали к тому, чтобы они вернулись с кондиционного поля. Мы призывали их, да? Но они не реагировали не так. Мы им говорили. Дело в том, что мы не могли, правительство нашей республики, которое еще тогда действовало относительно, на высоком уровне, это парламент, это кабинет министров, это орган местного самоуправления нашего государства, которые были избраны на очередных выборах, и выборы, которые были подтверждены около 200 наблюдателей и миссии ОБСЕ тоже, 57 государств мира. То есть эти люди, тогда мы общались, думали, что делать, и тогда мы пришли к заключению, что нам необходимо в этой ситуации объединиться. И тогда был, до этого, в 2004 году было, постановление нашего парламента, в котором было сказано о том, чтобы, возложить на меня, лично с моей фамилией, возложить организацию ведения всей политической работы. Это был 2004 год. Я хочу сказать, зная это, я и мои товарищи следили за тем, что происходит, но мы видели и хотели вернуться вместе со всеми вместе в кондиционное поле и их призывали. А это были беженцы, которые приехали сюда. Их сюда никто не направил, они сами бежали сюда, и теперь здесь говорят, что они какая-то власть нашего народа. Они не могут быть таковыми. Разве беженцы любой страны, уехавшие из своей страны там на Западе, свои государства, или могут выступать от имени этого государства, если даже оно оккупировано? Конечно, не могут. И поэтому они мутят разные разговоры, обманывают людей. Люди здесь не наши беженцы, не понимают. И самое главное, что они мутят этот вопрос на религиозной основе нашей молодежи. Я думаю, что мы много раз этот вопрос поднимаем и молодежи говорим, что нельзя на эту линию становиться, потому что реальность такова, которую мы видим в мире. Это не то время, когда мы сидели в Советском Союзе, блокированы от всего остального мира и слушали только Москву и ее новости. Мы не знали даже, что происходит. Иногда там «Голос Америки»
через ночью томно можно было что-то услышать, и в это поверили, лет мы не знали. Что нам только не рассказывали. Теперь мы знаем, каков мир относительно, потому что все открыто. И мы должны понимать, что в этой, скажем, ситуации, в этой мировой ситуации мы должны искать то место, которое есть для нашего чеченского народа, для нашей территории, которая оккупирована, для нашего менталитета. И на основе действий, принятых в 90-м году, принятого Барт-Маршу, о котором они всегда говорят, договора, которое было принято в 90-м году на общенациональном съезде чеченского народа, в рамках этого действовать. И нас, захватив нашу территорию после 5 агрессий, в 4 которых Россия потерпела поражение, об этом надо нам всем говорить, потому что все это забывают. Даже наши люди это не знают. 5 агрессий было против нашего государства. В 91-м, 92-м, 94-м в ноябре, потом в 94-м с декабря, потом в 99-м году 17 июля. И в этих 5 агрессиях 4 раз наш народ фактически выстоял по своему духу, по моральному состоянию, изгонял 4 эту армию российскую со своей территории. Но они снова и снова, как крысы, шли, и у нас не хватило, просто не хватило, скажем, ресурсов, ни людских, ни материальных. И весь мир ополчился против нас, потому что они говорили, что мы исламские фундаменталисты, а исламофобия в мире как развита, мы знаем, потому что кому это не надо. Мы не были таковыми, мы были нормальным, в нормальном состоянии, никаких вот этих вот, что они говорят на нас, это не приклеится нам, потому что это не было. На Западе или в Ближнем Востоке сейчас это разговор, молодежь наша пытается вот к этому, как говорится, подвести. Но это неправда, и наши молодежи, которые сейчас, вот, может быть, слушают нас, должны понимать, что только то, что было принято нашим народом, и то, что мы создали, это есть наш ресурс, это есть то, что у нас ни у кого, может быть, у других вот из тех народов, которые есть, скажем, сегодня в составе Российской Федерации России, которые лишили это права и не дали эту возможность решить вопрос, как нам. Мы смогли это добиться благодаря вот этой ситуации, решительности наших лидеров. И поэтому мы должны на этой линии стоять и стоять так, чтобы решать все эти вопросы по деоккупации нашей страны. Для этого нам необходимо признание нашего государства на международной арене. И когда Украина нас признала, вокруг этого какие только внутренние там, значит, сплетни, разговоры, что только не шло. Мы говорим, это признание, и если не будет таких признаний у нас, они признали, что наше государство, они назвали это наше государство, что оно оккупировано, что, значит, геноцид совершен над нашим народом. Теперь, когда они поняли, что это не так, они начали к этому сами пристегиваться и говорить, что теперь они. И какие-то политики, скажем, в Украине, какие-то, я говорю, может быть, они ошибаются, не понимают, хотя мы их приглашали, собственно говоря, к диалогу, они почему-то как-то ведут себя, но у них свое понятие в этом вопросе. Но надо вести таким образом, чтобы это было справедливо и чтобы это было полезно обеим сторонам, и нам, и украинскому народу. Наши люди там воюют, наши люди там умирают за Украину и за свою государственность, и за свой народ, который сегодня находится в условии очень жестоком. Можно сказать, 1937 год таким не был. Вот такая ситуация. Можно говорить что угодно, но мы должны вот понимать, молодые люди, которые есть здесь на Западе, и те, которые есть на нашей территории оккупированы, должны понимать четко и ясно, что если мы не восстановим свою государственность и потом не, значит, проведем очередной выбор на основе тех положений и конституции нашего государства, то нам ожидает очень плохое будущее, потому что вокруг нас лежат
разные империи, и Россия, и Китай, и там другие там территории, которые дружат с Россией, особенно, скажем, исламские народы, мусульманские народы, в этих странах практически нет свободно избранных лидеров. Почти нет. Я не говорю за всех, почти нет. Потому что они дружат с кем? Они дружат с нашим врагом, с Путиным. Почти все. Или дружат с другими какими-то государствами, которые неблагословны к нам. В общем, вот такая ситуация. И то, что вот произошло, скажем, 1 ноября прошла конференция, и в этих признаниях, документах, составлении принимала активное участие Алла Дудай, и я, и наши друзья, наши вот товарищи по общей борьбе. Мы это делали, говорили, и вдруг здесь эти люди ходят, их принимают, им говорят, что они являются таковыми. Мы не можем больше это слушать, поэтому я свое мнение сказал, теперь Алла тоже сказала, и пусть теперь будет ясно, четко видно, что это такое. Люди есть, и в этой ситуации мы должны бороться. И это как-то влияет на ситуацию. Дальше нельзя это терпеть. Вот что это было, я хочу сказать, Аслан. Спасибо, Аят. Будем наблюдать. Обычно, когда нечего сказать, они демонстративно игнорируют. Они и многие, не конкретно они вообще. У нас есть, Аслан, вся документальная переписка. Я знаю. Все проекты. У нас есть все это. Мы просто не говорим. У нас есть, когда это было, как это было. У нас есть, я дополнительно говорю сейчас, даже специальное, значит, воззвание, которое было обращено ко всему миру, где подписи есть американцев, европейцев, наших людей, которые подписали воззвание, в котором мы призывали признать нашу государство именно по такой формулировке, которая вот обозначена в принятии вот решения Рады Украины. Да, вот так вот. Поэтому здесь эти разговоры, которые они ведут, вот так вот, мутя, как говорится, среди нашего народа, это недопустимо. И мы, хотя объясняли, они ничего не слушают и своими делами занимаются. Я считаю, что им нет веры, этим вот людям, которые вот эту вот работу ведут, лидерам. И призываю всех, которые с ними есть, не надо верить этим людям, потому что у них нет никаких доказательств. А у вот этой команды, которая была 1 числа там, в Украине, так Алла там заявила, какие там они деятели. Никто их, наш народ, никогда в этом случае, никаких полномочий нет. Так пусть они покажут вам свои полномочия, пусть они изложат свои полномочия. У них это нет, этих полномочий. А вот у нас эти все полномочия есть. И поэтому мы вот вынуждены вот так вот сегодня отстаивать и на этом уровне свою, как говорится, государственность. Аслан. Баркал, Дейресфуль. Аят, вот Евгений задает вопрос. Сюрдикульт. По мнению Аяда, Трамп стремится задушить развал и переформатирование государства. Или придушить, поставить на место российского агрессора. Баркал. Ну, я думаю, по большей части, что президент Трамп пытается решить этот вопрос мирно. Как он говорит... Малой кровью. Как вот малой кровью, не то, что малой кровью, даже он говорит, что каждый день вот столько людей гибнут, нельзя, чтобы они гибли. Он опасается, если активно начать вот это противостояние, то может случиться так, что может быть перейден тот барьер, когда может быть применено и атомное оружие, которое может оказаться гораздо опаснее для всего мира. Я так понимаю его. В то же время, хотя он говорит какие-то, значит, делает какие-то заявления, с которыми мы можем иногда не согласиться, но в итоге он пришел к тому, я вижу по наблюдению его, это мое мнение, что он потихоньку идет к тому, что нужен мир установить. Он говорит, что я голубь мира, я уже 8 войн остановил, и так на самом деле хоть кто-то там и улыбается, на самом деле так он и сделал, так? Он такой вот в этом направлении. Ему не нужна война, и поэтому призывает к миру. Но мы же видим, вот,
Москва, вот сколько не призывает к миру, Москва не идет. Сколько не призывают к миру, все люди, которые во главе государств, которые стоят, скажем, Китай и других там, Ирана и других, они поддерживают этого Путина, это поддерживает и Лукашенко, который сидит там незаконно в этой Белоруссии, и другие, они ведут работу таким образом, чтобы вот эти диктаторские режимы, которые дают иметь на стульях руководителей, они должны тогда будут отдать, если потерпит поражение, допустим, сама Россия. А в России, если потерпит поражение, может ситуация сложиться так, что переформатируется действительно это государство. Она может переформатироваться и стать каким-нибудь там федерацией там, или конфедерацией, но с равными правами для всех народов, равными правами для личности, свободы и высказать свое мнение и свободы избрания власти. Вот о чем идет речь. Хотя у Трампа там своеобразные свои мысли, он как, скажем, как бизнесмен ведет эту работу в своем понятии, на своем уровне. Ну, посмотрим, как это будет. На самом-то деле, было бы, если меня спросить, было бы ясно и лучше не развал России, а переформатирование этой России. И если в этой стране будут какие-то, значит, народы, а многие народы не хотят своего государства, они к этому еще не пришли, они еще об этом не думают, очень многие народы. Я думаю, и даже в самой России, просто они там говорят, да, мы тоже за это, потому что их притесняет. А если вот там им какие-то равные условия создать, они останутся в этой, скажем, в этой конфедерации, может быть такое. Поэтому такой вариант тоже возможен. А наша ситуация, в которой мы находимся, это мы создали свое государство еще раньше, чем это Российская Федерация России, преобразовали СССР. Мы завершили все это сделать до создания еще этой Российской Федерации России. И они незаконно на нас напали, вписали нас в свою конституцию и занимаются вот этими манипуляциями, утверждая, что мы часть России. Мы не являемся частью России. Вот мне так кажется, Аслан, переформатирование – это самый, мне кажется, важный и, наверное, оптимальный вариант. А развал России это может быть или нет, это будет как раз-таки на пользу этой имперской гидры, которая сидит во главе в Москве. Переформатирование это может пройти иначе, а не развалом России, который может привести более глобальным таким вот процессом разрушительным. Аслан? Баркалая. И вот из этого тогда вытекает следующий вопрос. А ООН будет тогда переформатирована, потому что у России слишком много полномочий. Но это ООН, это вопрос так другой. Потому что когда вот создавался ООН и современное международное право, как раз-таки шла речь о том, что они должны быть не такими. Они должны были, значит, подписать и согласиться с тем, что они на принципах свободы личности должны были действовать. Они тогда свободу личности, этот принцип отмели и сказали, мы за свободу социальную. То есть мы накормим, напоим, а потом только за свободу личности. Здесь разница в том, когда свобода личности, то она, значит, имеет полномочия или власть избирать непосредственно свою власть. А когда они говорят о свободе социальной, здесь речи об этом нет. Это хитрость для того, чтобы дать, допустим, накормить, напоить, а потом еще прибрать по политическим, скажем, методам под себя этих людей. И они там уже не понимают, что делать. А если была бы свободная личность на основе, скажем, которая создана современное международное право, тогда бы это было иначе. Вот именно поэтому и речь идет о возврате этих диктаторских режимов именно, значит, на этот путь, который заложено современное международное право. А принципы, которые есть в ООН и другое, то, что они там 5 государств это все решают, или это, наверное, надо будет менять. Сейчас я за это не могу, но вижу, что они не выполняют свои функции, потому что там сидят, скажем, две страны, Китай и Россия, тогда был Советский Союз,
которые ну, могут наложить вето, как вот сказать, я против, и все решения, которые были по международному праву, ООН, конференции, все отменяется. Вот до чего они построили. Этот принцип кажется неверным, неверным. Не то, что кажется, это точно неверный, и, наверное, его как-то надо иначе менять, хотя они туда потом к этим вот 5 постоянным членам Совета Безопасности каждый раз там через определенный период добавляют какое-то число государств, которые потом ротацию делают через, ну, там, через 2 года или через год, а это тоже не дело, это не то. Аслан? Да, и у этих 10 стран, которые дополнительно к этим постоянным членам Совета Безопасности, у них нет права вето, которое есть вот у этих 5 стран. Ну, в этом-то и суть вся, потому что они не играют особой роли, Да. только ширму такую делать, что якобы там это все, да? Статисты, получается, да. Да. А вообще, как вы считаете, Аят, за эти 80 лет, которые прошли с окончания Второй мировой войны, ООН справлялся со своими обязанностями, как чеченец, как политик-чеченец, вы можете сказать, либо не справились они? Ну, сказать, справлялся, не справлялся, здесь это, так, знаете, отчет с них не возьмешь. Мы можем свое мнение сказать в отношении, допустим, нашего государства. Я скажу, они не справились. Они наоборот, значит, когда Бутрус Усугубили. Гали, или как-то был при Совете Безопасности генеральным секретарем, и наш президент Жохар Дудай обращался и говорил, чтобы вопрос о Чеченской республике вынесли на ООН. Он там начал говорить, что мы не вынесем, потому что не вынесем, почему, не ясно. Если скажет Москва, Россия, мы вынесем. Вот тебе и ответ на то, что он не справлялся. И тогда еще наш президент сказал, что вы должны быть, значит, приведены к ответственности через суд. Вы делаете такие вещи, которые являются незаконными с точки зрения справедливости и международного права. Так говорил Жохар Дудаев в ответ этому генеральному секретарю Бутрус Гали. Это, по-моему, это был человек из Египта, я помню так. То есть из исламской стороны, и так себя они вели. Здесь еще так удивительно, здесь вот в религиозном плане они думают, что весь мир разделился на религиозное. Нет, это твое убеждение, а религиозные, скажем, веры, религиозная, да, она как бы, значит, есть, и в то же время человек-то сам знает, какое у него мировоззрение. А эти люди, служители этих религий, как обычно бывает, значит, служители власти. Да, Вот у да, нас любой. они служили власти, при том, что нельзя делать, упекали, говорили, что нельзя, плохо, нельзя там то, нельзя то, а сами доносили на это население, собирали и доносили на этих людей и на свой народ. Поэтому здесь надо к этому относиться правильно, я вот что хочу сказать. Аслан? Спасибо, Аят. Асланбек Тутаев задает вопрос. Если будет переформатирование России, к примеру, то надо Да. ли будет обязательно иллюстрацию провести и сделать конфедерацию? Как вы думаете? Здесь, если говорить о люстрации, то люстрация должна провести страна-победитель, так? А если будет, значит, переформатирование, это каждое, когда после вот стабилизируется новое государство, то ли конфедерация, то ли федерация, но с равными правами и конституцией, то они могут это провести. А так сейчас говорить об этом не придется, я так думаю. Потому что здесь идет игра чуть ли не на равных сил получается. Знаете? Равных сил. Вот в чем дело. Не так. Вы имеете в виду равно между Украиной и Россией или Нет, я Россией? имею в виду между принципом, значит, создать конфедерацию или переформатировать конфедерацию 50 на 50, как бы, вот что я имею в виду. А сама, значит, власть, которая сегодня действует в самой России, она никакой иллюстрации не будет делать. Она преступник награждает орденами, медалями, машинами, чем угодно,
Мы же видим это все. Поэтому здесь вопрос такой. В случае этой, скажем, переформатирования, то тогда что будет, мы не знаем, но, по крайней мере, я так думаю, что это было бы лучший исход. Это мое мнение. Мгм. И, вопрос, связанный с тем, с поездкой, Трампа в Среднюю Азию. И там собрались, ну, все: и киргизский президент, и таджикский, и узбекский, все собрались, все просто с ног до головы расцеловали путь этого Трампа, как когда-то они так слабострастно встречали Путина или какого-нибудь Ельцина и так далее. Что происходит? Средняя Азия, страны бывшего советского лагеря, так сказать, они переходят полностью под аврамические соглашения или же под американскую юрисдикцию, скажем так, не в правовом смысле, а в целом, в политическом. Ну, что сказать? Они его называют властителем мира. Вот тебе ответ. Они говорят, что ты управляешь всем миром. Они говорят, ты, значит... Ну, а Трампу это нравится. Трамп хочет добиться того, что он говорит. Пусть он же не может их исправить тоже. Они пришли, и вот ему такие вот лестные разговоры ведут. Но он, наверное, понимает, что за их лестью что-то не то кроется. Но в то же время хочет, может быть, и как бы здесь так гладко с ними решить вопросы экономические и другие. Как думаешь, что происходит? Это во все времена было. Это, значит, то, что было, мы видим и сегодня. Но главное, сейчас мир как бы изменился полностью и быстрыми шагами развивается и наука, техника. Вообще все развивается. И в этой ситуации вот так вот мы видим личностные отношения вот тоже на этом уровне пока еще. Мгм. Ну, вот это КГБшное, вот подхалимаш такой, откровенный такой, неприкрытый, он о чем говорит? КГБ всего Советского Союза присягнуло США, что вот все, мы теперь уже не России, не Кремлю, не Лубянке, а теперь готовы служить вам. Вы в этом свете не видите это? Но мы же знаем, что если в случае чего, если как-то ситуация повернется другим ходом, да, то эти среднеазиатские республики станут очередной жертвой для Кремля. Это понятно. 100%, да. Да, и дело в том, что не только это. Дело в том, что при развале Советского Союза Ельцин и его команда заявляли тогда разойтись, чтобы затем сойтись. Вот этот лозунг у них до сих пор существует, а эти же знают, что этот лозунг есть. Так он нигде не был отмечен, нигде закреплен. Они тогда хотели из СНГ сделать, СНГ. Но это Да-да. СНГ, как видим, тоже распадается у них там. Ну и, естественно, они ищут место и защиту ну, под крылом, скажем, Соединенных Штатов Америки. Вот они вот такую работу Спасаются. пытаются, да, провести. Ага, Так мне кажется. Нам, чеченцам, надо тоже конечно. поддержать вот эту вот линию, которую они вот и Зангидурским, скажем, Коридором, коридором и другими аврамическими делами. соглашениями. Да-да, нам тоже это надо поддержать. Но главное, чтобы этот коридор, там, где проходит через Армению, через Азербайджан, чтобы там были равные и справедливые условия для всех сторон, а не так, чтобы кто-то давил, что хочешь, прошел, проехал Да, да. туда-сюда. Это очень важно. И там раньше шелковый путь был, и сейчас, ну, правда, не там был, мы по другим маршрутам тоже он был раньше. Он шел там по севернее, скажем, Каспийского моря, шел на Кавказ, и через нашу республику тоже он проходил этот путь. Но сейчас они его хотят, так как есть возможность это Каспийское море быстро переплывать, и чтобы не объезжать, но, может быть, в будущем и так они и сделают, и по северу, скажем, этого
Каспийского моря, тоже, может быть, ветку сделают в будущем. Но нам к этому надо как бы тоже, Чеченская Республика, поддержать эту линию, которая сейчас эти среднеазиатские республики, ну, скажем, Закавказье делают. Мне кажется, надо нам тоже поддержать, и по этому вопросу надо сделать специальное заявление с поддержкой. Мы уже Мгм. говорили между собой об этом, так что вот здесь вот такая вот линия. Хорошо, спасибо. Спасибо, Аят. Мы уже час в эфире. Если хотите, продолжим. Если нет, как вы хотели, мы можем Но закончить. если час, так час, потому что люди больше часа не слушают. Я тебе же говорил, мне один человек позвонил и сказал: я на уроке сидел 45 минут, и то не высиживал, а то вы мне 1,5 часа. Ну хорошо, Да. давай закончим тогда. Желание зрителей для нас закон. Хорошо, Аят. Да-да. Дерей Суло. Спасибо большое Спасибо. всем. Спасибо. Спасибо всем. Адикель, Маршал. Адик Далёль, Маш Оль. До свидания. До свидания.